Всем привет! Это Киноалания. Настало время вновь рассказать, что интересного нас ждет в кино. На этой неделе перед киноманами стоит очень сложный выбор. Им предстоит решить, на какой фильм пойти первым – на «Детектива Пикачу» или на «Джона Уика 3». Мы тоже долго думали, о каком из них рассказывать подробнее. Выбрать так и не смогли, поэтому говорим про оба. Ну и начнем мы с «Детектива Пикачу». Давайте честно, когда вы в детстве приходили со школы и с диким восторгом смотрели новые серии покемонов, могли ли вы хотя бы подумать, что все эти герои когда-нибудь перекочуют на большие экраны? Я, например, нет. Вышло это, кстати, круто, и это еще мягко сказано. Коротко о сюжете. В дом парня по имени Тим нагрянул потерявший память Пикачу. Каким-то неизвестным образом Тим понимает речь покемона. Выясняется, что Пикачу был напарником недавно пропавшего отца Тима. Необычная пара детективов вела опасное расследование, и теперь Тиму вместе с Пикачу предстоит раскрыть ужасный заговор, который угрожает мирному сосуществованию людей и покемонов. Теперь по персоналиям. Не удивляйтесь, если вам покажется, что Пикачу говорит голосом очень похожим на Дэдпула. Все потому, что покемона тоже озвучивал Райан Рейнольдс. Тима, главного героя фильма, играет Джастис Смит. Его вы должны помнить по «Миру юрского периода». Ну и два еще очень важных человека. Режиссером картины выступил Роб Леттерман. Он снимал «Подводную братву» и «Монстры против пришельцев». А сценарий написала Николь Перлман. Она работала над «Стражами галактики». Вы же не думаете, что эти люди снимут что-то неинтересное? Ну и о графике. Ею в этом фильме занимались те же люди, что и в «Мстителях». Именно поэтому покемоны получились просто невероятные. Их в фильме, кстати, огромное количество. Помимо Пикачу и Псайдока в кадре постоянно появляются бульбазавры, чермандеры, сквиртлы, пиджеты и многие другие. Мы же их всех помним, правда? Мировая премьера «Детектива Пикачу» состоялась еще 2 недели назад. За это время фильм собрал около $200 миллионов. Несмотря на то, что здесь нет легендарного тренера покемонов Эша, этот фильм все-таки стоит посмотреть. Здесь есть очень много покемонов, крутые сюжетные повороты и время поностальгировать. В общем, не пропустите его в кино. Вот это поворотище! Ну и вторая громкая премьера этой недели – «Джон Уик 3». Олдскульный боевик с Киану Ривзом уже несколько лет наводит шороху в кинотеатрах. Суперкиллер Джон Уик выйдет на финальную битву. На этот раз противостоять ему будут все киллеры мира. Действие этой части начинается там же, где закончилась предыдущая. Уик нарушил главное правило – он убил человека на территории отеля «Континенталь». За это его объявляют экскоммуникадо. Это значит, вход в отель для него закрыт, а охоту на Уика теперь ведут все киллеры. За его голову обещают $14 миллионов. У него есть всего час, чтобы убраться из Нью-Йорка. В общем, на протяжении 2 часов Джон Уик идет, бежит, скачет, едет на мотоцикле, на машине и убивает врагов всем, что попадется под руку. В ядреной битве ему помогает старая боевая подруга Софи, которую играет Холли Берри. В общем, нас ждет море крутого экшена и драк. И все это из-за щенка. Это был не просто щенок. И вот еще несколько фильмов, которые стартуют в кино на этой неделе. «Танцуй сердцем». Джозеф готов отказаться от всего, чтобы отправиться на битву лучших хип-хоп-танцоров планеты. В Париже он встречает Хлою, которой предстоит отбор в легендарную балетную труппу Нью-Йорка. Вместе они мечтают создать невероятное объединение стилей, которое потрясет весь мир. Суперзять. Отец главной героини просто помешан на том, чтобы выдать замуж дочь. В каждом случайном знакомом он видит своего будущего зятя. И вот когда дочь начинает встречаться с крутым спортсменом, счастью отца нет границ. Вот только отношения продлились недолго, а расставание больнее ударило по отцу, чем по дочери. «Земля гангстеров». История Аль Капоне и его правой руки Джека Макмюррея в борьбе с ирландской мафией. Ужасные бандитские бои завершились знаменитой резней в День Святого Валентина в 1929 году, в результате которой 7 человек погибли от пулеметного нападения. Считается, что оно было заказано самим Капоне. Но и это еще не все. Есть еще много фильмов, которые можно посмотреть в кино прямо сейчас.
Один из лучших фильмов 2016 года прошел в мировом прокате совершенно тихо. Однако те, кто все же его посмотрел, сходятся во мнении, что это шедевр. Сегодня буду советовать вам сложный, глубокий, тяжелый фильм «Голос монстра». Главный герой – 12-летний Конор. Его мама серьезно больна, у отца другая семья, с бабушкой у него ужасные отношения, а в школе над ним издеваются. Когда все становится невыносимо, происходит нечто. Старое тисовое дерево за его окном оживает и превращается в огромное чудовище. Оно обещает рассказать Конору несколько историй, каждая из которых поможет мальчику повзрослеть и понять себя. Истории, которые Конору рассказывает монстр, непростые, они не очевидны, в них нет черного или белого. Монстр объясняет на примере своих сказок, что обстоятельства в жизни складываются по-разному, и тот, кого ты считал злодеем, может вовсе им не оказаться. Последнюю сказку монстру должен рассказать уже сам Конор, и именно эта история станет апогеем всего фильма. Кстати, отдельно нужно сказать о визуализации этих рассказов. Они показаны просто потрясающе, и некоторые хочется пересматривать и обдумывать по новой. «Голос монстра» вряд ли можно назвать обычным фэнтези. Это скорее жестокая жизненная сказка или даже притча. Это серьезная драма, которая точно врежется вам в душу. Возможно, порой вы не будете понимать, что происходит, однако концовка даст ответы на все вопросы. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.